Друзья, копатели, соседи, он наш комрад, вас всех приветствует. Также я, выехали с ним в парк один тут, нашли мы парк. Вот. Да, парк называется Виктор Гюго. Короче, это французский пилот гонок автомобильных, короче, выиграл. Вот сейчас не помню, читали мы только что, но забыл. Как на поле чудес. Вот, приехали мы сюда, ищем, ходим. Была у меня первая находка. Вот такой ножичек. Ну, не старый, конечно, он нож. Вроде как кто-то хорошенько над ним поработал. Ну, дома будем чистить. Так, ножичек нашел. Друзья, кто вот сидит за моим видео, помните, у нас снег тут был, первый снег, я еще стрим делал. Короче, в этот день я подскользнулся, упал, очнулся. Вывих ноги был. Сейчас уже сколько, 4 дня прошло. Вчера только костыли положил. Без костылей хожу, но хромая, но ничего. Альхамдулилlah, ходить могу. Вот, такие дела. Не могу, ну хоть болит нога, но чтобы на коп не поехать, это, думаю, не причина. Вот такие дела. Камрад, покажи свой пинпонтер. Пинпонтер засветит, я, братан. Наш друг приобрел пинпонтер. Черный ворон. Вот, приближу я его немного. Вот он, очень доволен. Вот. Девчата, если что, наш комрад холостой. Телефончик оставлю в сообщении. Вот, он в поисках и денег, и счастья, как и все. Вот такие дела. Если, конечно, нас не шугнут. Есть у нас один комрад. Он в данный момент Игорь. В поисках клада, у него канал такой. Он сейчас сам живет в Финляндии. Приезжает он на работу во Францию, в Сан-Назар. И он такое видео поставил с Голландии. Ну, такой монтаж у него был интересный. Короче, двое мужиков в парке копают. И он так, и я хочу так, типа. И такой мультик, такие мышления. С мультика он поставил двоих мужиков. И такие мышления у этих двоих. А сейчас ко мне кто-то подойдет. А сейчас меня прогонят. Вот такие же мышления у нас. А если кто-то подойдет, а если нас кто-то погонит. Здесь мы копаем без разрешения, потому что это место городское. Мэрия сегодня закрыта, чтобы пойти спросить даже. Ну, думаю, проблем не будет, иншаллах. Вот, поехали, короче. Что найдем, то покажем. Друзья, у меня первая монетка. Вот. Первая монетка. И это у меня, скорее всего, я думаю... Сейчас скажу. Вроде лепестки видны. Дубль Турно. Людовик 16. Ну, я так думаю. Это где-то 1600 какого-то года. Монетка должна быть. Ну, видно будет. После того, как почищу. Но она такая. Силуэт виднеется вроде бы. Шевелюра. Нос большой. Вот. Ну, первая монетка, однако, есть. Поехали далее, камрады. Радуют такие монетки. Видите, вон мост у меня какой. Можно будет даже туда магнит закинуть. Видите, красота какая. Красота. Вот. Красиво здесь. Действительно красота. Ну, поехали, ищем. Для этого мы здесь. Во
время нашего поиска подошел тут один мужик, магнит кидает. Амо звенит, да? Ты звенишь как этот, папа Карло. Короче, у меня такая находка мне выпала. Вроде эта штучка охотника, да? Значок. Видишь, сумка, меч какой-то, горн или как его? Да, горд, по-моему. Как он? Гудят. Да, гудят. Гудят. Лося вызывает. Да. На связь. Лося вызывают, короче. Значит, вот такая. Наш комрад, я сейчас ему говорил. Убарфа. Тут он не ходил, говорит. Ну там ходил, туда-сюда, находил много, говорит. Копатель увы? Угу. Тоже копатель. Да? А он не подошел, не поздоровался, я так тоже его. Мало эмоций на него. Вот. De rien. Merci. Bonne chance à toi aussi, hein. Такой продолжаем, значит. Наш комрад нашел находочку. Серебряный наперсточек. Мы ему дико завидуем и поздравляем. Да, серебро. Вот. Мы дико завидуем и поздравляем. Вот такие дела. Находки-то здесь есть, но не очень-то много. Находки есть, но. Окей. Продолжаем, друзья. Продолжаем в том же духе. Перескочили мы на другое место. Помните, мужик там был, магнит кидал. Короче, у этого магнитчика проблема была. Завис его магнит между этими корнями дерева, прямо у берега. Короче, помогли ему вытащить магнит. Он такой довольно ушел. Я когда, помните, на видео говорил, даже не поздоровался туда-сюда. А после минут 30 меня держал, когда я ему помог вытащить магнит. Но заснять всю процедуру мы забыли как-то. Были заняты делами. Ну, он сказал, что там тоже ходил, короче, ничего не нашел. Но решили мы тоже сорваться с этого места. Приехали на другое, на поляну вот такую. И вот ходим здесь. Первая находка у меня здесь такой ключик от сундука, где деньги лежат. Сейчас буду сундук искать. Вот. Ключик есть, одним словом. Так. Такие дела. Продолжаем. Вот. Начал я по берегу речки бегать. Вот. Есть у нас комрадка с Германии, Вера. Привет. У нее научился, можно сказать. Она по берегу ходит, находки находит. Вот. Как думать, давай вот возьму пример с нее, похожу. Вот такие дела. Так что, Вера, от тебя, видишь, надежда пошла, ключик нашел. Погнали, короче, ищем, друзья, ищем. Камрады, у меня новая находка здесь. Глубоко сидит, звенит. Не могу нагнуться с ногой. Вот тут она, находка. Что это у меня интересно? Не пуговка. Скорее всего, не пуговица. Может, пробка какая была. Вещичка ненужная, одним словом. Может, от машины, от мотоцикла. Ерунда. Продолжаем. Монет пока нету. Да, друзья, у меня находка. О, жар. Называется жар. Так. Выкинули, потеряли, не уследили. А зачем? Тут мужик какой-то у них на нем висит. Не знаю, кто это у них. Мужик вроде распятый. Вот. Ой.
Пуляют, век воли не видать. Жар достал я. Жар достал. Поехали, короче, ищем. Жар! Он у меня сверчок вроде вылез из ямки железкой одной. Разбудил я его. Сейчас закопаю обратно на свою яму. Пусть спит дальше. Вроде снега идет, мокрый. Или дождь, или снег. Ну что тогда идет у нас? Поехали! А ничего тут нет. Поедем, наверное, уже 5 часов. Погнали. Так, друзья, продолжаем, да? И находим, раз продолжаем. Вот у меня что-то здесь выглядывает, не знаю даже что. Надеюсь на монету. А может и шайба какая, кругляк. Глянем вместе. Что это у нас может быть? Это у нас, друзья, комрады, монета. Это у нас монета. Так, оставим такой, как есть. Там есть водичка, помою и покажу после. Ну, главное, что монета есть. Ко всему остальному бардаку. Вот. Что, поехали, ищем дальше. Да, друзья, я даже не отходил от точки, где я нашел эту монету только. Пока я говорил с вами и пока несколько сообщений в WhatsApp прослушал. У меня водичка появилась. Вот. Видимо, во мне что-то такое есть. Лопатой копнул, и вода появляется. Так, опасность. Ну а монетка вот, она убитая. Убитая монетка. И по всей видимости это Луис, я думаю. Потому что, почему я думаю, вам будет интересно, конечно. Потому что вижу у него такую голову вроде. С этой стороны была какая-то голова. И эта монета, это Луис, она любит вот так портиться. Вот. Это ее свойство. Ну, короче, водичка вон появилась. Сразу почистил и пошел дальше. Что я буду делать? Поехали. Не говорил, что ли царица, что ли синица, не помню. То же самое, только минута назад солнце светило, а сейчас мокрый снег идет. О-ла-ла, что за погода, как будто в горах. Да, ну, думаю, надо будет смываться. Посмотрим, если ручка пролетит. Он несется. А он было как светло. Вот так светло было. Стало от этой тучи. Так. Ничего. Холодновато. Мокрый снег. С дождем снег идет. Но если снег-то, это ерунда. Это я не буду. Решил я пойти все-таки куртку одеть. Дождевик свой. Вот. Лужи пошли. Снег пошел. Мокну весь. Поехать домой далеко. Нам же с комрадом надо как-то на крышу дома моего монеты найти. Вот такие дела. Будем искать и смотреть. Что-то уже... Если бы мороз был бы, то снега было бы валом. А мороза нету. И в дождь все превращается. Слякоть. Вот. По травке пройдемся, чтобы наши ботфорты почистить. Сапожки, так сказать. Сапожки любят чистоту.
Грязь начала сходить в сапог и ходить как легко стало. Да, хорошо, комрады. Выключаюсь я. Выключаюсь и обратно. Да, друзья, видали, только что была какая погода. Сейчас какая, это уже где-то через минут 30-40, видимо. Так время прошло. Туча вон ушла. Сейчас тут у меня солнце отсветит. Ну, у меня была здесь находка, короче, не остановился. Ложка. Не старая вроде бы. Хотя уже патина вон начинает появляться. На ней черная, я думаю, это патина, не знаю. Ложка 19 века, скорее всего. Да. 19-20 век, видимо. Что за металл? Кто скажет? Закопать ложку. Как скажет, так и сделаем. Она нам не нужна. У меня коллекции-то нету из ложки, из вилок. Хотя, если она старая, можно было бы взять ее. Была бы в патине, была бы нормально. А так, не знаю. Не знаю. Кто-то собирает, а кто-то нет. Ну ладно. Поехали далее. Так, друзья. Наконец-то снова монета. Вроде бы. Вот она у меня штучка какая-то. Сейчас глянем. Что это у нас? Монета или нет? Я так жду, пока вода наберется, чтобы ее почистить тоже. Вот. Ну, она вроде, ну, просто кругляк вроде. Так, какалик, одним словом. Так, надо будет почистить ее все-таки. Так, возьмем этот какалик и глубоко на старости нагинаться, да, не получается. Так. Короче, одна ерунда. Действительно какалик. Ничего интересного здесь нету, к сожалению. Вот. Пш, одним словом. Пш. Все, поехали. Ищем. Сейчас буду на эту траву выходить. Трудно. Вон там, где-то в той области, 3 косули пасутся. Короче, я шел, вижу, одна косуля встала, 2 лежали, этих 2 я не видел. И где-то оттуда, вон от того дерева, заяц побежал. Заяц побежал, эти 3 косули как вскочили, смотрят на меня, я говорю, лега, танкет, и повернул обратно, лежите дальше. Вот, такие дела. А мой вид, мой фасон бы, если вы увидели сейчас, о-ла-ла, мой фасон вот такой. Далее, какой я грязный стал. Фасон не стать, не описать. Все, поехали. Так. Ждал я, пока вода тут появится в яме. А ее нету, все нет. Но у меня есть тут кое-что другое. О. У меня есть здесь монета. И по всей видимости это Наполеон. Да, точно, это Наполеон. Наполеон в очень хорошем состоянии. Да, 250% Наполеон. В очень хорошем состоянии. В своей патине. Сейчас до воды дойдут, почищу, снова покажу.
Хотя, кто следит за моим каналом, уже давно видели. Кто первый раз, то подпишитесь. И будете следить, тоже увидите монетку Наполеон. Вот. Она мне выпала в хорошем состоянии. Ну что, продолжаем, ищем еще. Ищем. Погодка ясная, находки идут потихонечку. Вот у меня новая находка с какого-то изделия. Узор такой виднеется. Видимо, ручка была от ножа, наверное, скорее всего, или кошелек был. Такой красивый узор идет. Вот такая штучка выпала. Тут, видимо, дорожка была какая-то. Вот идет. Сейчас пройдусь вдоль линии. Посмотрю, что к чему. Окей, до новой находки. Друзья, готовы посмотреть на оружие древних викингов? То есть не викингов, а галлов. Астерикса с Обеликсом. Вот Куто. Не знаю, для чего они использовали этот нож. Видимо, это нож грубой такой работы. Мастер, наверное, был таким же, как и я. Мастер, кузнец. Видимо, учился. Вот он изготовил такой нож. Может, такой он должен был быть, не знаю. Узнаем вечером. Спросим у знающих, что это такое. Что там может быть. Ну что, континуем. Поехали, да? Вот так вот. Погнали. Все, на этом все на сегодня. Едем до дому. Вот. Находки почищу, дома покажу тоже. Так что ставьте лайки. Лайки ваши нам обязательны. Ну и подписывайтесь. Нам это нравится. Вот. Кто делает видео. С пополнением, так сказать, подписчиков нас мотивирует плюс делать видео. Так что всем удачи. Ассаламу алейкум. Ну, в завершение нашего видео хочу сделать обзор своих находок. Как я обычно это делаю. Хотя не всегда, но когда есть находки. Есть какие-то находки, что я не показывал. Вот такой гвоздь. Вроде старый бывший гвоздь, я думаю. Вот эти гвозди я тоже не показывал. Интересные. Взял почему? Потому что это история. Таких сегодня не делают. И для коллажа они будут, я думаю, кстати, вот их несколько. Вот. И думаю, из них будет хороший коллаж. Ну, или эти гвозди для подковы, как думаете? Так, взял я эту ложку. Какая она есть. Видео я ее показывал, когда видео снимал. Вот. Была какая-то дверца, не знаю, или шкатулка, может. Видел узор. Вот этот вот. И взял я. Посмотреть, может, что-то написано. А скорее всего, видите, вот. Была шкатулка, может, ну это выкину. Вот, потом что у нас? Это я показывал, хотя не чистил еще. Ну, узоры видны. Так, отломила штучка. Там было что-то интересное. После ножичек. Второй ножичек мне попался. Вот этот первый был он тут снизу, а этот второй.
Вот тоже чуть-чуть землю убрать, оставлять таким, какой он есть, в своей красе. Пусть будет. А вот был первый ножичек, который я говорил, нож викингов, галлов. Вот. Отломился вроде. Здесь он, рукоятка. После у нас тут пуговица. Интересная пуговица охотника. Красивая, очень симпатичная. Так, вот какая-то клепка была. Неизвестно. К чему-то прикреплялась, видимо. Но сегодня мы не узнаем, видимо, что это было. А после монета. А после монеты тоже в таком состоянии, что про нее можно уже и забыть. То, что она была монетой. Монета Наполеон. В хорошем состоянии. Я ее так помыл, и видите, патина чуть-чуть сошла. В воде я так прополоскнул. Это орел. Вот такая красивая монетка. Так, это тоже, видимо, монета. После гвоздь. Ключик от сейфа, где деньги лежат. Это, не знаю, что это было. Свистело, пищало, взял. Колечко золотое обручальное. С бриллиантами. Так, монетка. Завидная монетка. Так, после у нас тут пуговка солдатская. Вот она, стелла победы. Вот пуговка. Какая-то штучка, не почистил я ее, не знаю. Вот такая ерунда. Крест. Вот. А после какая-то железка. Тоже какая-то... Что такое из области крепления, видимо. Ну, неизвестно что. Так, вот эта штучка мне интересна сама. Я ее тоже не показывал, но на ней какие-то узоры есть. Эту закинем вот сюда в воду. Пусть будет. После почистим. Пряжка, бляшка, как она? Короче, она. Поняли. Физуль. Вот скажу вот за эту штучку. Она... Вот она такая. Ну, в реале она вот такая. Кто-то считает вот эти вот звездочки, физули древними деньгами, предмонетами, так называется, премонеты, домонетный период. Но эта идея отпала. Но люди, археологи нашли доказательства, то, что это не монеты. И эта идея, вот, ну, по сей день сегодня ходит такая мысль, что кто-то продает их как бы премонеты, или как и домонеты, на русском будет период домонет. Но эта идея отпала. Это ничего общего они с монетами не имеют. Вот. Физуль называется. На русском не знаю как. Вот у нас это физули называется. И как я выяснял, мне было интересно, к монетам отношения не имеет. Вот такие дела. Вот
Какие находки у меня были за этот коп. Бардак полнейший на столе. Надо будет сейчас прибраться. Тут у меня пуговки. Видите, солдатские пуговки. Вот, я их чистил. Сейчас покажу еще. У меня тут как раз были закинуты они для очистки сюда. Вот. Вот они, пуговицы у меня солдатские. Вот такое богатство собрал. Ну все, друзья, на этом все. Закругляюсь. Как я уже говорил, кто не подписан, подписывайтесь. Это предоставляет нам такие приятные моменты, что нас смотрят, общаются. Вот такие дела, одним словом. Все, поехали.